Участники 10-го фестиваля. Я от имени главы республики Калиматова Махмуда Алимак Шариповича вас приветствую на самом красивом месте Ингушетии, в самых красивых горах нашей России. Старт фестивалю дан. Участники, получив презенты, могут набираться сил перед прыжками. В ближайшие 5 дней с вершин Мят и Цейлом бейсджамперы из 8 городов страны и ближнего зарубежья будут парить над горной Ингушетией. На этот раз 15 участников. Большинство из ребят в республике впервые. За секунды полета они успевают окинуть взглядом больше великолепия, чем многие другие за всю свою жизнь. Для них бейсджампинг не просто хобби, это смысл жизни. Занимаюсь я более 10 лет именно бейсджампингом. Лет 20 уже парашютным спортом. В бейсджампинге меня интересует совмещение двух вещей. Это походы, красивая местность, красивые горы и, конечно же, прыжок. Это все получается совместить, и этим мне нравится этот вид спорта. Я приехал в Ингушетию впервые, на фестиваль тоже попал это впервые. Горы интересные, еще пока не опробовал. Завтра планируем выходить, будем прыгать. Бейсджампинг – занятие не для малодушных или слабых физически. Взбираться на горы и маневрировать, прорезая воздушный поток на огромной скорости, очень сложно. Анастасию Жданову высота и риск смерти не пугает. Прыжки она совершает не первый год и уже успела попробовать многие возвышенности страны. По словам девушки, горы она посещала разные, однако ингушские, на ее взгляд, самые красивые и величественные. В Ингушетии нет, не первый раз. Мы второй раз уже в Ингушетии и вообще в диком восторге от природы, от гор, от гостеприимства. Ой, наверное, такой красоты я еще не встречала. Что такое бейсджампинг? Ну, наверное, это самый яркий, красочный спорт вообще. Спорт, наверное, одного мгновения, потому что, ну, вы, наверное, сами знаете, что это не самый безопасный вид спорта. И каждый раз ты заходишь на экзит, и каждый раз ты думаешь, а будешь ли ты там пить чай, будешь ли там, встретишься ли ты с друзьями, но при этом, при всем, наверное, впечатления, которые приносит этот вид спорта, они ни с чем не сравнимы. Каждый год география участников соревнований расширяется. По словам организаторов фестиваля, горная Ингушетия просто идеальна для проведения подобного рода мероприятий. Это спорт-направление становится все популярнее в республике. Учитывая, что этот вид спорта, он такой экстремальный, и это действительно, можно сказать, уже наш вид спорта региональный. Но, конечно же, бейсджампингу нужно уделять внимание, популяризировать этот вид спорта, потому что я считаю, что у нас есть потенциал нашей молодежи именно достигать самых высоких результатов в этой дисциплине. Поэтому сегодня, пользуясь случаем, хотел бы всех поблагодарить, всех участников мероприятий, пожелать им успехов, пожелать им самого лучшего выступления в своей жизни и чтобы они вернулись домой целыми и невредимыми. Глеб Вариводин не просто первый бейсджампер, прыгнувший со Столовой горы, но и инициатор фестиваля бейсджампинга в нашей республике. 5 лет назад, после того, как он лично опробовал эту вершину, Столовая гора стала центром притяжения для всех экстремалов России. Да и в нашей республике этот вид спорта начал стремительно набирать популярность. К сожалению, жизнь бейсера оборвалась в 2017-м во время очередного прыжка. Новый клуб бейсджампинга Ингушетии носит гордое название легенды этого вида спорта. Первые прыжки состоятся уже сегодня. Фестиваль в Ингушских горах продлится до 15 сентября. На очереди у экстремалов покорение Огненной горы. А посмотреть на их головокружительные прыжки могут все желающие. Горы Ингушетии с каждым разом только все больше привлекают не только туристов, но и любителей острых ощущений. Наша республика таит в себе еще много неизведанного. И с высоты птичьего полета этот факт становится еще очевиднее. Идрис Ижиев, Магомед Билакиев, Новости 24.